الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Или же распространить их, то он получит награду, как будто совершит полноценный хадж. Пусть Аллах дарует нам эту награду, пусть Аллах укрепит нас на этом пути. И самое главное, эти знания, которые мы получаем, чтобы они были полезными для нас, как в этом мире, так же и в ахирате. Альхамдулиллах, мы начали тафсир, разъяснение слов Аллаха и дошли с вами до сура Ан-Наср. Это у нас 110-я сура. До этого мы с вами разъясняли суру Аль-Фатиха, как она важна для нас. Также мы с вами упомянули суру Ан-Нас и Аль-Фаляк, какие там есть проблемы, болезни или какие есть самые злейшие, наихудшие беды и зло, которое может существовать вот в этом мире. Также мы с вами упомянули сура Аль-Ихлас, какая она величественная, и как, читая ее, двое из сахабов, один заработал любовь Аллаха, а второй джанна, рай. Также с вами мы на той неделе прошли суру Таббат яда аби лахаби ва таб. Да, то есть мы знаем, есть предопределение, один из столпов имана. И то, что Аллах нам предписал. И вот в этой суре мы видим то, что враги ислама, они увидят свое наказание, которое они заслуживают. Может быть, это будет даже вот в этом мире, или же в ахирате. И сегодня мы с вами рассмотрим суру Ан-Наср. «Иза джаа насруллахи валь фатх». Наср переводится как помощь или победа. Также эту суру называют Аль-Фатх, то есть открытие. И эта сура, она была ниспослана в Медине. И как ученые говорят, это самая последняя сура, которая была ниспослана нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, полностью. Это самое последнее. Да, были аяты, которые ниспосылались после этой суры, но эта сура самая последняя, которая Аллах субханаху ва тааля ниспослал последней полностью. И причиной ниспосылания этой суры мы увидим, иншаллах, в хадисе. Ан ибн Аббас, рады Аллаху анхума, то есть приводится от Абдулла ибн Аббаса, قال, он сказал, كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. То есть Ибн Аббас, он был еще молодым, да, но когда уже Умар ибн Хаттаб был правителем, он заводил его на собрание, можно сказать, шура, да. В шура обычно участвует кто? Уже состоявшиеся люди. Можно сказать, шуюх. Здесь можно перевести как старики, но это уважаемые люди. И здесь шуюху Бадр — это не просто вот старики, а участники битвы при Бадре.
Мы знаем хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то, что лучшими сахабами считается кто? Участники Бадра, которым Аллах субханаху ва тааля даже при жизни уже простил их грехи. И Абдулла ибн Аббас говорит то, что Умар ибн Хаттаб заводил меня на это собрание, еще я будучи маленьким, молодым. فكأن بعضهم وجدوا في نفسه فقالوا لما يدخل حاز معنا ولنا أبناء مثله. И некоторые из этих, можно сказать, уважаемых людей, они задавали такой вопрос: почему ты заводишь его с нами вместе на наше собрание? Несмотря на то, что у нас тоже есть такие же дети, как и он. Почему ты именно его выбираешь? Факаля Умар. Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху анху, второй халиф, он говорит: «Иннаху мимман кад алимтум, фадаахум зата йоумин фаадхалани маахум». И Умар ибн Хаттаб говорит: поистине он, Абдулла ибн Аббас, да, он знающий. И однажды он также позвал меня на это собрание. فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. И говорит, я увидел то, что он позвал меня, Умар ибн Хаттаб позвал Абдулла ибн Аббаса для чего? Чтобы показать этим сахабам, да, то есть этим заседателям, которые сидят в шура, почему именно он выбрал его. Факаля. И Умар ибн Хаттаб сказал: «Ма такулуна фи каули Аллахи та'аля, иза джаа насруллахи валь фатх». И он задал вопрос: что вы скажете? Как вы думаете, почему Аллах субханаху ва та'аля не спаслал суру «Иза джаа насруллахи валь фатх»? Факаля ба'духум. И сказали некоторые: «Амарана ан нахмидаллаху ва настагфираху, иза насарана ва фатаха алейна». И они сказали: Аллах субханаху ва та'аля приказал нам восхвалять Его и просить у Него прощения, за что? Если Он дарует нам победу, помощь или откроет нам какую-нибудь милость. وَسَكَتَ بَعْدُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. А некоторые из них молчали и ничего не говорили. То есть некоторые из них сказали то, что мы думаем, то, что если Аллах даст нам победу, помощь, то мы должны Его восхвалять и просить у Него прощения. А некоторые сказали, а некоторые ничего не говорили. Они промолчали. Факаля ли. И Умар ибн Хаттаб обратился к Абдулла ибн Аббасу. Получается, он же обратился ко всем сначала. Но так как Абдулла ибн Аббас, он был самым молодым среди них, Умар ибн Хаттаб обратился к нему еще раз. А ты что думаешь? «Аказалика такуль, я ибн Аббас». То есть ты тоже думаешь то, что тоже так же, как и они? Умар ибн Хаттаб спрашивает. «Факульту ля». Я сказал: нет. «Факаля ма такуль». И Умар ибн Хаттаб сказал: а что тогда?
Что ты скажешь? فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه له. И Абдулла ибн Аббас говорит, то, что Аллах Субханаху ва Тааля, ниспослав эту суру, хотел указать на приближение смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть сообщение пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, то, что скоро твоя эта жизнь закончится. قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك. И когда придет помощь Аллаха, валь-фатх, и открытие, это будет признаком твоей наступающей смерти. То есть все, твоя смерть приближается. Готовься к ней. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول. И Умар ибн Хаттаб сказал, я, говорит, ничего не знаю, кроме того, что ты сказал. И вот здесь, во-первых, мы узнаем то, что Абдулла ибн Аббас, у него были очень большие знания в области тафсира, то есть в области разъяснения Корана. И даже Умар ибн Хаттаб обращался к нему, несмотря на то, что он был одним из приближенных пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И второе, мы узнали то, что причиной ниспосылания этой суры было именно приближение смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах Субханаху ва Тааля в первом аяте говорит: «Иза джаа насруллахи валь фатх». Когда придет помощь Аллаха и победа. То есть это является признаком. То есть Аллах Субханаху ва Тааля обращается к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: когда ты увидишь то, что придет помощь Аллаха и победа, фатх, то тогда готовься к смерти. И мы знаем, в 8 году от хиджры пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Субханаху ва Тааля отправляет мусульманам помощь и победу. Вот здесь именно валь-фатх, вот это слово аль-фатх, она идет с алиф-лям, аль-та'риф, то есть определенное открытие, определенная победа. И эта победа была в 8 году от хиджры пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И это что за победа? Это завоевание Мекки. Это очень серьезная победа в жизни не только пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, но и в жизни очень многих мусульман. Посмотрите, мы знаем, Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал нас в этот мир для чего? Для поклонения. И даже до пророчества наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, живший где? В Мекке. Он не мог находиться около Каабы. Почему?
Потому что около Каабы и внутри нее было очень много идолов. Мы с вами говорили, их было сколько? 360. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи не мог видеть то, что люди поклоняются этим идолам, и уходил. Куда? В пещеру, чтобы уединяться. Это тоже, мы с вами говорили, один из видов поклонения. Уединение с Аллахом Субханаху ва Тааля. И смотрите, самый страшный грех, которого Аллах никогда не прощает. Это какой грех? Ширк. Поклонение чему-либо или кому-либо, кроме Аллаха. И смотрите, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, 40 лет стал пророком и начал призывать людей к исламу, эти идолы, они все еще стояли. Они все еще находились около Каабы и внутри нее. А так пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мог их разрушить. Мог ведь? Мог. Как это сделал кто? Какой пророк? Пророк Ибрахим, алейхиссалям. Но пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, которому Аллах дал мудрость, он понимал то, что если он даже сломает всех этих идолов, то арабы, они что сделают? Они построят новых. Почему? Потому что фундамент, основания еще не было. Не было еще основания ислама. И мы все прекрасно знаем один пример, когда один из сахабов, у него было время, когда он плакал, и было время, когда он смеялся. И у него спросили: почему, говорит, ты плачешь? И он говорит: я, говорит, плачу потому, что заживо закопал свою дочь. А почему ты смеешься? И он говорит: однажды, говорит, когда я вышел в путешествие, сафар, то взял с собой идола. Какого? Финикового. Из фиников. И когда у меня уже закончились продовольствия, я не знал, что съесть, а я был голодный, проголодался. И решил съесть своего идола, которого взял с собой. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда разрушил этих идолов, которые находились в Мекке, именно в 8 году от хиджры. То есть, когда прошло целых 21 год. Смотрите, иногда мы пытаемся воспитать своих детей или своих близких, но мы забываем проявлять что? Терпение. И посмотрите на нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он проявлял терпение и обучал людей исламу в течение 21 года. То есть до тех пор, пока эти люди поняли то, что эти какие-то статуэтки, они просто камни. И они больше ничем не могут помочь. И вот тогда Аллах Субханаху ва Тааля отправил помощь и отправил победу. Вот тогда
вот в этом году Аллах Субханаху ва Тааля дал возможность нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, разрушить этих идолов. Второй аят. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Это тоже был очень переломный момент. То есть против нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, боролись кто? Арабы, курайшиты, его родственники. И племя Курайш, из которого происходит наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это было самым примерным племенем для арабов. То есть арабы смотрели на это племя и брали с них пример. И когда Аллах Субханаху ва Тааля дал победу пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, над курайшитами, то есть когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вошел в Мекку без боя, никто не вышел. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, завоевал Мекку без боя. И тогда весь Аравийский полуостров увидел могущество мусульман. И в 9 году арабы, они толпами начали приходить к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что они поняли, то, что ислам – это непростая религия. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это не просто какой-то человек, который пришел с новой религией. Нет. Именно арабы поняли то, что вот она, где истина. И Аллах Субханаху ва Тааля показал и сообщил пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, когда придет победа, и ты, когда увидишь то, что люди толпами заходят в ислам, то жди своей смерти. И мы знаем, когда в 9 году арабы делегациями, то есть толпами, начали заходить в ислам, Аллах Субханаху ва Тааля в 10 году что делает? Отправляет нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, смерть, ангела смерти. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит в 3 аяте: «Фасаббих бихамди раббика вастагфир, иннаху кана тавваба». Восславь хвалой своего Господа и проси у Него прощения. Поистине Он является принимающим покаяние. Вот здесь этот урок, этот приказ, которому Аллах Субханаху ва Тааля обучил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он также касается всех мусульман. Мы должны, во-первых, понять, когда заканчивается какое-либо поклонение, взять это намаз, например. Мы после намаза что делаем? Мы делаем зикр. Мы говорим Субханаллах, мы говорим Альхамдулиллах, и мы говорим Аллаху Акбар. То есть мы тем самым восхваляем Аллаха Субханаху ва Тааля. И также, например, после хаджа, что делают?
когда уже они, то есть мусульмане, побывали в Арафа, да, то есть попросили у Аллаха прощения, и пусть Аллах простит всех, кто там был, и даст возможность тем, кто еще там не был, побывать там. И уже когда они возвращаются в Мекку, иншаллах, очищенными от грехов, то Аллах субханаху ва тааля приказывает, что делать? Совершить таваф, восхвалить Аллаха субханаху ва тааля. Это является сунной. То есть мы должны постоянно восхвалять Аллаха субханаху ва тааля. И это является нашим главным оружием против нашего злейшего врага. Мы знаем, когда человек поминает Аллаха, восхваляет Его, то шайтан что делает? Он убегает. Он убегает. И вот здесь Аллах субханаху ва тааля обучил мусульман, когда к вам придет смерть, как это узнать? Или уже состаримся, потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорил: моя умма будет жить от 60 до 70. Или же человек может заболеть такой болезнью, от которого обычно люди умирают. Тогда мусульманин должен больше восхвалять Аллаха субханаху ва тааля и просить прощения. Почему? Потому что Аллах субханаху ва тааля указал нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям: все, твой конец близок. Ты прожил свою жизнь. И мы знаем, Аллах субханаху ва тааля уже при жизни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям обрадовал его чем? Раем. Но несмотря на это, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, он ночами выстаивал молитву. До тех пор, то, что у него сбухали ноги, то есть так он долго стоял, восхвалял Аллаха и просил у него прощения. Мы знаем, в хадисах приводится то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям в день просил по 70 раз. В других риваятах приходит то, что он просил прощения у Аллаха по 100 раз в день. А мы когда вспоминаем? Когда мы просим прощения у Аллаха? Из-за этого дай Аллах нам чаще восхвалять Его. Дай Аллах нам осознавать свои ошибки, просить прощения за наши грехи и идти по прямому пути, будучи мусульманами, и вернуться к Аллаху с словами «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах». И также Аллах субханаху ва тааля в Коране говорит «Ля ин шакартум ля азиданнакум». То есть, если вы будете благодарить меня, если вы будете меня восхвалять за те блага, которые я вам даю, то я вам еще большим приумножу. Но, к сожалению, многие мусульмане на сегодняшний день заняты своей дуньей,
Я не говорю то, что не надо эту дунью вести. Да, мы, мусульмане, должны жить в этом мире, должны зарабатывать, кормить свою семью. Но не надо забывать, куда мы вернемся. Не надо забывать то, что будет встреча с Аллахом. А что мы приготовили? Какой мы дом построили в раю, чтобы там вечно прожить? Почему мы уделяем больше внимания этой дунье? Если Аллах Субханаху ва Тааля сказал нам: благодарите меня, восхваляйте меня, я вам еще больше воздам, облегчу эту дунью. Но, к сожалению, многие из мусульман даже его слова затрудняются читать каждый день. Какой каждый день? Каждую неделю. Из-за этого, дорогие мои братья, мы должны готовиться к встрече с Аллахом. Мы должны помочь самим себе. Мы можем совершить эти причины. И если каждый из нас сделает это, поможет себе, будет восхвалять Аллаха и будет готовиться к встрече с Ним, то, иншаллах, Он также соберет нас в райских садах Фирдаус, как собрал сегодня. Пусть Аллах укрепит нас. Пусть Аллах ведет нас прямым путем и не введет в пути, которые приукрашивает нам шайтан. Даст нам полезные знания, чтобы эти знания мы могли применять вот в этой жизни, а не просто услышать, а именно применять, действовать, и чтобы эти знания свидетельствовали за нас в судный день. И вернулись мы со словами «Ля иляха илlallah, Мухаммад Расулюллах», и в судный день получили свою книгу с правой стороны и прошли сират, мост со скоростью молнии и вошли в райские сады Фирдаус и были с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям. Субханаллах ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله